Новая поликлиника в Сунже – это последний 19-й объект долгострой в республике, который завершен благодаря личному вмешательству главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов приложил немало усилий, чтобы довести учреждение до финального этапа. Возводит здание подрядная организация «Строймонтаж». Сегодня 98% работ здесь завершены. Новый объект построен по самым современным стандартам оказания качественной поликлинической помощи. Детали продуманы до мелочей. Качество и сроки работ на особом контроле. С инспекцией в поликлинику приехал министр строительства Ингушетии Муса Илиев. История длится еще с 2018 года. Контракт был заключен еще тогда с фирмой ООО «Строймонтаж С». Объект затянулся, были сложности в период пандемии в связи с ростом цен на строительные материалы, плюс в том числе несвоевременное освоение средств и достижение кассового показателя. Часть средств была возвращена в федеральный бюджет, после чего уже упорным трудом и правительство Ингушетии совместно с Минстроем России проработали вопрос о дополнительном выделении средств из резервного фонда правительства Российской Федерации. Средства были получены в конце 2022 года, и уже с 2023 года на объекте возобновили строительные работы. В этом году поликлинику планируют сдать в эксплуатацию. Новое медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Проект масштабный. Площадь здания составляет 7800 квадратных метров. Сметная стоимость объекта – 443 миллиона рублей. В новой поликлинике будет все необходимое для качественного медицинского обслуживания: терапевтическое и хирургическое отделение, стоматологическая служба, женская консультация, современные диагностические подразделения и не только. Мы ожидаем специалистов для осуществления пусконаладки этого сложного медицинского оборудования. Оно уже здесь на объекте. У нас ситуация, вы знаете, та организация, которая поставляет оборудование, именно эта организация должна осуществлять именно пусконаладку, потому что оборудование дорогое. И там гарантийные обязательства, чтобы их сохранить, чтобы в случае чего мы могли предъявить в законодательном порядке, в судебном порядке. Мы дожидаемся именно тех специалистов, которые это оборудование сюда поставляли. После монтажа пусконаладки, итоговой проверки специалистами Госстройнадзора будем вводить объект в эксплуатацию. При строительстве учреждения для медицины важно уделить особое внимание мельчайшим деталям. В ходе проверок были выявлены некоторые недочеты, которые сейчас устраняют, учитывают и пожелания медицинского персонала. По поручению главы Ингушетии все объекты в республике необходимо возводить качественно и на совесть, чтобы потом не пришлось возвращаться к практике переделывания. На первом месте стоит всегда качество работ. Для этого мы нанимаем организацию для осуществления строительного контроля. Непосредственно на данном объекте у нас строительный контроль осуществляет управление капстроительства. Наши специалисты непосредственно находятся на объекте при выполнении строительно-монтажных работ. Они также несут персональную ответственность за недоделки либо некачественное выполнение работ, когда мы уже начинаем судиться с той или иной организацией. Страдает качество обычно вследствие долгого строительства. Там есть определенные нормативные сроки выполнения, там железобетонные конструкции, подключение энергосетей. Часто бывает и по вине, скажем так, недоработанного такого проекта. Замечания были сделаны в ходе эксплуатации. Почему? Потому что здание стояло какое-то время, 2 или 3 года у нас стояло, из-за этого оно не обслуживалось. Где-то плитка, как говорил заказчик, где-то плитка отлетела, где-то что-то поцарапалось. Когда собирали мебель, могли поцарапать дверь, кое-какие двери мы заменили. Одним словом, какие-то лампы полетели, одним словом, они выходят из строя, и вот мы занимаемся именно вот этим делом. Тоже есть ряд замечаний от Минздрава. Они большую услугу нам оказали, потому что сделали нам замечания, поэтому мы замечания устраняем. Замечания были сделаны буквально 3 дня назад. За это время мы уже устранили около 60% замечаний и двигаемся в этом направлении. Муса Илиев отметил, что работа должна быть завершена в срок. Новая поликлиника существенно улучшит качество оказания медицинской помощи населению. Условия здесь позволят увеличить продолжительность жизни, вовремя выявить опасные заболевания и назначить качественное лечение. Рина Сычоева, Магаз 24.